Маш Дуалса, Хамсанокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И котята мои опять разыгрались. Так, ну что, мои дорогие, и снова буду показывать сегодняшний, кусочек сегодняшнего дня. Конечно, весь день вам показать это просто нереально. Так, сейчас утро, 4 часа утра, уже пора сухур, у меня гречка почти сварилась. Сейчас быстренько помою яйцо, вы меня минуточку подождите, что вода кипит, потому что времени уже мало. Хочу немножко, сегодня у нас будет гречка. Убери котенка, он сейчас мне микрофон сорвет. Старший сын уже пришел на сухур. Сейчас быстренько. Будет гречка и смятку яйцо. Есть у нас еще и мясо, и вчерашнее оставшееся. Кто что хочет, то и поест. В основном сегодня, гречка с молоком. Кто любит, кто любит. Я не люблю с молоком, я люблю просто с маслицем. Домашнее молоко купила у соседки. Вроде бы хорошее, друзья. По крайней мере, оно ничем не разбавлено. Ну, потихонечку с ней договорилась. И молочку у нее буду покупать. Но пока у нее тоже еще теленок кормится. Так, что у меня на столе? Видите, сколько всего я успела. Вчера очень рано легла спать. После последнего намаза, это было где-то 8 часов, я просто прилегла и заснула. Потом просыпалась, но все-таки вставать уже не хотела. Часа где-то 2:30, наверное, я полностью выспалась. Пришла на кухню, думаю, ладно, не буду больше спать, потому что уже это было слишком много для меня. Не хотела спать, ворочалась. Пришла, думаю, как раз и все, и на сухур. И тем временем, я, по-моему, вам говорила тогда еще, когда немножко черемшу свою делала, что у меня еще стоит большой пакет черемши. Эту черемшу купила моя сестра моему брату, чтобы они повезли ее в Москву. Она уже стоит очень долго, но с ней ничего не стало, потому что на улице холодно. Мне ее нужно, все, я ее помыла уже сейчас. Пока мыла эту черемшу, сразу же поставила в воду, чтобы не терять время зря, и сделала себе вот такие вот капустные листья для голубцов. Буду работать. И вчера еще перед сухуром я нарезала это мясо, но пропустить через мясорубку не успела. Тоже, в морозилку не ставила, поставила в холодильник, оно холодное. Сейчас быстренько перекручу сначала мясо, но сначала, конечно, сухур, потом прокручу черемшу, и потом немножко сделаю голубцы на заказ. Нет у меня, если честно, такого заказа, но просто будет и на заказ, и для дома. Если будет заказ, то продадим. Если не будет заказа, то мне все равно они нужны. Что еще у нас в планах? Пока расскажу планы, да, пока варится яйцо. И манты мне нужно обязательно. 7 килограмм мант сегодня в заказе, постараюсь сделать. Вчера вечером мне было очень плохо, реально, с этим насморком, я не знаю, но машалла, сегодня вроде бы утром встала, пока еще не заложен и не течет, надеюсь, пройдет это все. Еще, наверное, запах черемши скоро буду перекручивать, тоже хороший такой эффект даст. Мазала вчера целый день этим бальзамом, как он у нас называется? Вьетнамский бальзам этот, мазала этим, не знаю, не помню, как он называется. Все, сейчас пока сниму, не успела я. Я думала, успею ее перекрутить, но не такая, видимо, я шустренькая. Сейчас пока позавтракаем. Времени мало уже осталось. Я уже таблеточки свои выпила. Так, и там мне кто-то писал, что взрослая женщина, простите, держит пост и на правильном питании. Я там сказала, что на питании, да, но я не на правильном питании, друзья. Во-первых, если даже мы держим пост, то если кто-то питается на правильном питании, это, наоборот, очень хорошо. Правильное питание, это же не заключает, что какая-то диета, ограничение. Кушать-то можно, в принципе, да. По-любому люди на интервальном голодании, на других диетах каких-то. У меня просто стол номер 5 прописан, друзья. Но я строго, конечно, этого стола, тем более сейчас в Рамадан, не придерживаюсь. Единственное, что я стараюсь не есть жареное, не есть острое и соленое. Уже полностью исключила из своего рациона соленые, на зиму засоленные огурцы, помидоры, салатики. Я салаты, правда, и так не любила, но соленые помидоры очень любила. Они у меня очень острые. И огурцы, и помидоры очень острые. Вы знаете, что я почти иногда даже по 3 перчика добавляю.
одну банку. Но в этом году буду делать для себя, наверное, отдельно хотя бы иногда, чтобы поесть. Все-таки всего этого хочется. Вот не ем вот такие вот вещи, черемшу, чеснок. Стараюсь вот просто немножко ограничиться. Очень мало ем сахара, тем более сейчас удобно. Целый день не пьешь чая, а я большая любительница чая. Что еще? Ну вот вам и сказала. Действительно, если держать пост, это несложно. Не думайте, что вот прямо такие вот очень сложно, очень плохо организму люди это делают. Нет. Во-первых, это в принципе для очищения организма. У нас очищается в этот месяц организм. Мы же так и не питаемся нормально, да, вот целый год накапливаем, но хотя бы этот один месяц, в принципе, получается, наоборот, благо для нашего организма. Мы и для себя благо делаем, что держим пост, и для своего организма тоже. Так что не думайте, что я там вот прям ужасные вещи делаю своему организму. И да, я не с первого дня держу пост, у меня были несколько дней, которых я не держала. Вот поэтому пока принимала лечение, я не держала пост. Но сейчас, альхамдулилла, у меня уже получается, я уже сегодня 3-4 день, по-моему, держу пост, и все нормально, и не голодная, и никаких вот прям, чтобы сказать, какие-то силы теряются. Это еще летом, когда в жару, да, бывает сложно. А сейчас день короткий, во-первых, прохладно, пить не хочется. Самое главное, когда в пост, это когда в жару ты не можешь выпить воды, там, чая, чего-то, вот именно вот жидкости не хватает. А так еда, в принципе, ну, да, первое время ты немножко голоден. 3 дня, и твой организм привыкает к этому, и даже благодарит тебя за это. Что, ну, не получаешь ты постоянно обильную пищу. Ну, если кто-то умеет хорошо, ну, как бы правильно, ну, неправильно, но ограничивать себя. Я, например, не ограничивала, поэтому, конечно, вот в таком вот весе, видите, как все время в готовке что-нибудь хочется закинуть. Вот так вот, ну все. Яйцо, наверное, уже сварилось наше, нужно только смятку мне. Сейчас уберем это все, а потом я с вами снова включусь. Девочки, звучит азан на утренний намаз. Так, ну что, я с вами снова. Значит, сейчас мы первым делом ставим его переставлять. Первым делом быстро пропущу мясо. Потом помою мясорубку и уже пропущу черемшу. И потихонечку мы с вами будем начинать работать. Так, если сейчас я не одену перчатки, то у меня столько царапин на руках. Вот эту царапину вчера вечером сделала. 3 царапины на этих. Причем они такие маленькие, вроде бы и не глубокие, но почему-то болят. Когда занимаюсь мясом, то лучше, говорят, одевать перчатки все-таки. Потихоньку к ним приучиваюсь. Хотя очень сложно мне что-то делать в перчатках. Но царапины есть. Так.
Что еще? Сегодня, наверное, вчера целый день лил дождь. Не знаю, какая будет погода сегодня. На улице, конечно, ничего не сделаешь. Убралась я вчера в кладовку, хотя было и холодно. Но я в эту кладовку отношу все, что мне, ну, не каждый день нужно бывает на кухне. Начала искать там какие-то свои предметы, которые мне нужны по кухне. Позавчера не нашла. Там был такой бардак. Ну, у меня так получается, что это и кладовка, и погреб, и все вместе. Там у меня и соленье, и там еще и пацаны свои запчасти заносят. Много чего, короче. И в этом кавардаке они там начали что-то себе искать тоже. Все перекрутили. Но вчера хорошенечко убралась, хоть и замерзла, правда. Но все там, уборку свою сделала. Теперь все стоит по своим местам более-менее. Но в кладовке тоже нужно хорошенечко поработать. Там мне нужны, очень нужны полки. Ну, в этом году 100% будем живы. Сделаем. Так, все. Ну, сейчас буду пропускать мясо. Так, ну что, мои дорогие, мясо я, значит, прокрутила, как вы видели, вместе с вами. Так, теперь, перед тем, как прокрутить, вы видели, что я что-то там делала, да, потом мыла руки. Это я подключала к стабилизатору мясорубку, потому что у нас очень слабый свет. И поэтому пришлось подключить к стабилизатору. Теперь я его расфасую по килограмму, и мне уже бывает удобно. Наверное, сейчас все так делают. Если покупают так впрок мясо, то вот так вот расфасовывают по килограмму, по полкилограмма, если просто для семьи вы готовите, да. Положу в морозилку, и когда тебе нужно, чуть-чуть заранее достаешь, размораживаешь. Желательно размораживать в холодильнике, конечно, чтобы не так сильно кровь вытекала оттуда и не терялось ничего. Вот так вот. Так, ну я сейчас это не буду делать с вами, да, наверное, а то так ролик будет долгий. Сейчас быстренько расфасую по кулечкам. Так. Так. Кулечки закончились. Ну ничего, у меня есть еще одни. Только они там в доме. Сейчас принесем. Так. И я себе потихонечку устраиваю уже в другом месте рабочее место. Тестораскатка, тестомес. У меня уже в другой комнате будет, отдельно, без этой кухни. Простите. Так, ну что, мясо я, значит, расфасовала, взвесила вот так вот. Вот такие вот пласты. Вот удобно вот так вот класть в морозилку и потом размораживать. Все, значит, 2 килограмма я оставила для голубцов. И немножко оставила мякоть для, скорее всего, для плова. Хотя и не жирное мясо. На плов немножко жирное. Так, ну что, мои дорогие. Я, как вы видели, мясо пропустила, но уже я успела сделать и 9 килограмм манты, потому что поступил быстрый заказ. Я это все отложила и сделала манты. А теперь перекручу черемшу, потому что уже действительно она уже и помытая стоит уже почти сколько времени. Сейчас быстро пропущу черемшу. Листья для голубцов я тоже вынесла, потому что на улице немножко прохладнее. И потом будем делать голубцы. Как делаю леплю манты, не стала показывать, потому что ну, реально было времени мало. И только в вчерашнем ролике, по-моему, у меня манты шли, если я не ошибаюсь. Потому что у меня снимаются ролики с едой, с такой. Я уже не помню, какой за каким идет. Сегодняшний ролик будет идти только завтра, потому что у меня вчерашний еще ролик есть, который нужно выпустить. Так что вот как-то так, друзья. Так что... да, черемшу будем пропускать.
Значит, мясорубку. Раз начала, то нужно понемножечку это самое выполнять заказы. Сейчас тоже небольшой заказ поступил на воскресенье. Но заморозки, друзья, заморозки, готовую продукцию не беру. Вот именно только заморозки. Там у меня куриные люля, мясные люля и котлеты по-киевски. И котлеты по-киевски. Короче, нужно сделать. Так, все. Черемша сухая, я ее выкладывала на, на одноразовые эти пеленки у меня были. Вот на нее, чтобы вода не была, чтобы она была сухая. И поэтому вот высушила и посуду тщательно. Надо будет баночки тоже помыть. Не мытые у меня еще банки, но ничего, я сначала пропущу ее, добавлю соль, и чтобы уже спокойно она немножко постоит, и заложу в баночки. Так, ну что, мои дорогие, я закончила пропускать черемшу. Можете себе представить, у черемши очень сильный специфический запах. Ну, прям вот действительно очень сильный. Но я его не чувствую. Вот совершенно пропало обоняние. Меня это настолько раздражает. Не знаю, когда это вернется. Ну, скорее всего, просто из-за насморка, наверное, не знаю. Так, вы мне там советуете много чего. Попробую перекись водорода уже, ну, после разговления. Только, конечно, сейчас мне нельзя ничего не капать туда. Единственное, что вот этой вот звездочкой я намазывала. Но даже запах звездочки не чувствую. Сколько вот такой совершенно безвкусный. А у него такой, вот именно специфический такой запах. Вы не поверите. Так. Что-то мне захотелось сегодня, может, сделать вареники с этим, с черемшой. Хотя бы несколько штук поесть, да? Много-то нельзя мне. Вообще-то вообще нельзя, но обычно все, что нельзя, же хочется всегда, да? Особенно, когда держишь пост. Так. Ну, хотя бы штук 5-6 отварю. Поем, пока сезон. Готовлю. Так, ну, сейчас я немножко засыплю солью, потому что ее надо будет пробовать. Черемша должна быть очень-очень соленой, чтобы она не пропала. И хранить, конечно, ее нужно в холодильнике. Поэтому я сейчас просто немножко добавлю соли. А уже потом, когда после разговления, уже буду пробовать. Ну, соли тут надо много, конечно. Что тут все засыпать. Сюда занесу пачку соли. Все. Этого, конечно, будет мало. Но этой соли я имею в виду. Этого-то навалом. Его много и не поешь. Но мой брат очень любит. И, как я сказала, мама тоже обожала вот именно вот такой вот. Я всегда для нее заготавливала. И у нас в маленьких баночках таких стояла эта черемша в холодильнике. И практически даже до следующей черемши нам ее хватало для нее, потому что, ну, мы небольшие любители. Я так иногда могла положить именно вот туабеш у нас называется, да, сметана с творогом, но уже без творога просто.
Так, надо что-то удалять, потому что телефон выскакивает у меня. Память переполнена. Надо будет остановить съемку и какие-то съемки удалить. Так, ну все. Сейчас это просто накрою крышкой и поставлю на улицу. А уже вечером после открывания поста, после разговления попробую на вкус, досолю, разложу по баночкам и в холодильник. Так. Было бы здорово, если бы его можно было бы в морозильник. Места бы в холодильнике много бы не занимало. Но ладно, как-нибудь надо будет отправить в Москву. Как я сказала, любит очень мой брат. Он мне даже, вот, когда приезжал последний раз на 39-ю ночь, он говорит, я даже эту пшенную кашу, говорит, чуть-чуть добавляю. Мне, говорит, во все добавляю. Так, ну что, мои дорогие, я просмотрела, что я снимала. Оказывается, этот фартук у меня шуршит рядом с микрофоном. И очень плохой звук. Вы меня уж извините. Сейчас занесу капусту. И за это время, что я прервалась, мне позвонила мать Танзила и попросила приготовить. Короче говоря, не знаю, где, что, я не стала говорить. Какому-то человеку нужно на ифтар приготовить на ужин что-то. Ну, она попросила меня курочку с овощами. Ну как курочку? Две части только куриные. Быстро разморозила. В микроволновке делать было нечего, потому что я сегодня не планировала ничего куриного. Просто из-за вот этого вот заказа будет слишком накладно от Танзилы, если везти. Она живет далеко, а человеку здесь рядом со мной где-то надо. Вот. В тот раз она ему готовила, привозила за свой счет, короче говоря, попросила меня, ну ладно, думаю, ладно, приготовлю. Вот просто лук, картошечка и одно крыло с одним окорочком. Пока замариновала, потом болгарский перец добавлю и в духовочку. Но пока еще рановато. Для себя я делаю плов, но плов сегодня, девочки, снимать не буду. Плов, скорее всего, плов-каша будет, потому что не знаю, как получится, лишь бы вот было что-то. Потому что мой плов будут, как его, ну, говорить, что это не плов. Пока все. Зирвак мой варится, да? Ну, пусть потом как-нибудь, если будет, сниму еще раз, где-то у меня есть плов. Комментарии были, что это не плов. Так, ну все. Тут у меня 2 килограмма фарша. Надо все-таки эти листы пропадут, если не сделать их. Ну, 300, ну, 600 грамм получается. Ну, наверное, килограмм вам лучше скажу, чтобы вас не путать. Значит, килограмм фарша. Если не забуду, напишу в описании. И опять-таки, друзья, пишут, говорят, этого много, того много, это не так, то не так. Ну, я показываю, как я делаю, а вы делаете, как вы хотите. На ваше усмотрение. Поэтому я не говорю, что это правильно. Я просто говорю, что я делаю так. Так, рис у меня уже такой до полуготовности сваренный. Так, на зубок. Альденте. Так. Значит, у меня обычно 150 грамм риса сухого до варки на килограмм фарша. 300 грамм лука. Тоже на килограмм фарша. Что теперь дальше? Дальше. Значит, соль нужна. Чайная ложка с горкой. Так, как у меня тут 2 килограмма. Так, черный перец, красный перец. Это уже вы делаете как хотите. Я только утром перемолола его. Скорее всего, только ложечку. Ну, чуть-чуть еще добавлю. Или не добавлю. Я лучше красный добавлю. Он слишком острый. Когда
сам перемаливаешь, все-таки это намного лучше. Так, вот так вот. Ну и добавлю, наверное, сухого чеснока, хотя я не очень-то люблю его добавлять, не зная, нужен ли. Потому что если это будет на заказ, друзья, то, вы знаете, просто иногда как-то что-то, вы тоже говорите, некоторые люди не понимаете, что люди разные. Заказывают люди разные. Кому-то нужно острое, кому-то нужно, чтобы не жирное было, кому-то нужно, чтобы чеснока, запаха не было, кому-то, чтобы зажарки не было. Поэтому предусмотреть это все и это приготовить вот так вот, ну, просто это, ну, в принципе, нереально. Поэтому я делаю всегда так, среднее, знаете, чтобы и не очень остро было, без всяких трав. Вот можно было сюда зелень, да, сделать, накрошить зелень, было бы, да, нормально. Можно было бы зажарку сделать, морковку с лучком, зажарку и добавить фарш. Тоже можно сделать. И сырой немного лук добавить, и такой лук добавить. Поэтому я говорю, если вы готовите для себя, для своей семьи, ну, готовьте, как вам интересно, ну, как вам хочется. Или посмотрите, добавьте один раз зажарку и посмотрите. Мы же голубцы, в принципе, часто готовим. Вот один раз приготовьте с зажаркой и посмотрите, вам надо или не надо. А мне, по идее, лучше не... Котенок разлегся. Он иногда такие формы принимает, что прям я не знаю. Поэтому я как-то стараюсь что-то делать среднее, понимаете? Вот даже вот несколько раз, по-моему, вот у меня был заказ голубцов, я очень редко добавляю чесночный перец. Вот в голубцы, в котлеты практически не добавляю. Ну, не знаю, как-то и попались они ей. И она мне говорит, это постоянно моя клиентка, Лейла, только давай без чесночного запаха. В этот раз были, говорит, с чесноком. Я говорю, да вроде бы я с чесноком не делаю. Но вот как они попались, я не могу сказать, как я сделала их с чесноком. Не могу сказать. Не с чесноком. Сырой чеснок я вообще никуда не добавляю. Никуда, если там только уже знаю, что это мне. Потому что после заморозки чеснок все-таки не ведет себя хорошо. Вот так вот. Ну и все. Теперь замесим наш фарш и будем заворачивать голубцы. Вот так вот потихонечку у нас день проходит. Уже 4 часа, по-моему, даже не 4 часа. Это 5, наверное, я поставлю курочку, хотя и рановато будет, чтобы горячую он увез. Не знаю, наверное, откуда-то приезжает работать, значит, не местный, потому что заказывает ему, как Танзила сказала, дочка из Германии. Поэтому не знаю. Или он из Германии приехал здесь на какое-то время что-то делать, потому что у меня же есть еще один заказчик, которому я готовлю весь Рамадан, весь месяц Рамадан. Ну, 3-4 раза мне приходится для него готовить. Вот так вот. Солнышко к вечеру появилось. Утром было такое солнышко, потом пасмурно стало, но дождя нет, дождь прекратился, и солнышко сейчас. Прям даже как-то и на душе светлее становится, когда все-таки солнышко. Хоть мы и говорим, что от погоды не зависим, но нет, это уже автоматом. Депрессия немножко проходит, когда солнечно уже, когда подряд много дождей идут, тут уже не так. Хотя, знаете, друзья, я в детстве очень любила именно осень, любила дождливую погоду. И у нас на нашей улице, вот в нашем селе, где я жила, в селе Куртат, ну, в Северной Осетии, и там на нашей улице газ проложили очень-очень поздно. Уже у меня, по-моему, даже уже второй сын был, когда там газ проложили. Вот Танзила точно была. И мы топили печку. Была такая печка, но я вам как-то покажу. Она там у нас есть точно такая же у меня в доме. Мы топили печку. Обычно дровами топят, да, или углем, а мы топили опилками. Мелкими опилками. Там была мебельная фабрика.
в Чернореченске или в Южном поселке. Где-то была мебельная фабрика, и оттуда вот покупали эту опилку. Мелкая-мелкая, не стружка, а вот прям мелкая опилка. Ее готовила мама в большой, вот такой вот железная ванна была большая. В этой ванне чуть-чуть добавлялась солярка, она хорошенечко перемешивалась. Ну, как-то, знаете, немного солярки, а вот чуть-чуть. И вот полную эту печку набивали этими опилками, и они как дрова понемножечку, не сразу быстро разгорались, а понемножечку горели. Вот два ведра, по-моему, помещалось туда, в эту печку. И вот эта печка горела, как от дров, конечно, вот, хруста не было, но тем не менее тепло это. И вы знаете, я очень любила, вот у меня как раз моя кровать стояла с другой стороны печки, у стены, тепло же. И вот я любила лежать и читать книги именно вот дождливую осеннюю погоду. В окошко смотришь, идет дождь, причем не просто там маленький дождь, а вот хороший дождь. В доме тепло, уютно. Вспомнила. Представляете, что вспомнила? Никогда в жизни не думала, что это сегодня вспомню. Вот так что, друзья, можно, в принципе, любить любую погоду. И такую, и такую. Так, хоть и 600 грамм лука добавлено, но что-то, мне кажется, суховат у меня фарш. Наверное, немножко водички добавлю. Сейчас быстро заверну голубцы. И уже нужно закладывать и рис потихонечку, чтобы был плавно ужин. Сегодня, наверное, Ибрагим смонтирует мне ролик, где я снимала бараньи ребрышки. Вот. Я их еще не выпускала. Так, ну что? Теперь будем лепить наши голубцы. Так, меня как-то спрашивали, зачем я сюда кладу пленочку или кулечки. Ну, просто чтобы не пачкались они. И, в принципе, голубцы могут и прилипнуть. И чтобы голубцы не прилипали, и чтобы не пачкались наши эти... поддоны, как их называют. Вот когда снимаю, всегда забываю, обязательно что-то, какое-то слово должна забыть. Да, и кто-то меня спрашивал, по-моему, где их покупать. Недавно в комментарии были. Они есть, по-моему, на Валберес, друзья, если что. Так-то они у нас рядом с магазином, рядом с нами магазин посуды. Там, вот точно не помню, сколько стоит, 4 штуки. Не знаю, совру, если скажу, сколько стоит. Потому что и наценивают их каждый раз. А так я встречала, по-моему, на Валберес. Так, ну, в принципе, как заворачиваю, вы и видели вроде бы, да? Так, ничего нового. Так, если что, стол у меня чисто вытерла, короче говоря. Стол чистый. Сейчас просто одну. Так вот. Ну, вы знаете, где-то знаете, сколько получается. 80 грамм, 90 грамм. Вот такая вот котлеточка получается сюда. Иногда и 100 грамм. Иногда я даже каждый взвешиваю, чтобы было все одинаково. Ну, там плюс-минус 5-10 грамм бывает. Все равно все это идет по весу. Любая наша продукция взвешивается же, поэтому ничего не прогадать.
Так, ну что, мои дорогие, голубцы я накрутила. Плов уже у меня почти готов. Пока крутила голубцы, ну вот так, только они у меня в 2 поддонах, почти в 2 ряда. Вот. Еще достала мясо. Это уже на вечер. После разговления, после ифтара что-нибудь сделаем. Скорее всего, тефтели, чтобы там долго не морочиться. Поставлю тефтели. И знаете, друзья, мы, наверное, ну, все мы теперь это знаем и по Ютубу, и вообще из-за того, что у нас условия у всех хорошие. Так, ну, я, наверное, все-таки присяду. Что конечно, как в свежем виде, ни одно блюдо не бывает замороженное. Что бы мы ни говорили, оно все равно теряет свой хотя бы немножко вкус. Но тем не менее заморозки нам всегда помогают. Вот как во время, когда я вот болела, я это уже точно поняла, потому что, ну, обычно все, я тем более все время готовлю. Я обычно какой-то идет заказ, я одновременно и нам делала, да. И не обязательно мне была нужна заморозка по ходу, когда я вот постоянно готовила. А сейчас я уже готовлю на заказ редко. Поэтому вот то, что у меня было в морозилке, были тефтели, были голубцы. И знаете, вот, когда идет какой-то заказ, раз ты делаешь что-то, ну там остаются там, от заказа несколько котлеток, то куриных, то этих, то люляшек. И это вот все у меня понемножечку оставалось. Вы знаете, как это меня выручало, вот когда вот тот период, который я, в принципе, там болела. Раз быстро или в духовку закинула, или в сковородку закинула, или отварила. Это очень удобно. Поэтому всегда иметь заморозку, это однозначно нужно. Просто выделить один день, да, для своей семьи и сделать себе заморозку. Вот просто возьмите на заметку даже. И вот даже вот людям, у которых, например, постоянно гости. Есть у нас, и у вас, наверное, у всех, что есть какие-то семьи, у которых, ну, постоянно гости, часто гости, очень часто гости. И вот эта вот заморозка, это однозначно нужна, она просто выручает. Любая заморозка, без разницы, что бы вы ни приготовили, куриное, мясное, вот пускай оно будет, пускай будет немножко. И если есть время готовить, лучше готовить свежее. А это просто оставлять всегда на экстренный случай. А этих случаев бывает много. Экстренный случай, гость пришел. Экстренный случай, там, ну, тебе немножко не можется. Экстренный случай, когда ты просто и не хочешь иногда, ну, заморачиваться, готовить, собираться. А так раз вынул из морозилки, поставил, и все хорошо, и все готово. Умную вещь сказала, да? Как будто никто об этом не знает. Ну, просто я вам сказала то, что я думаю. Я надеюсь, вы меня поняли. Все. А так я уже сейчас отключусь, в принципе, да. Может быть, покажу уже последний итог. Плов какой у меня получился. И что-то у меня курочка уже хрустит там, похрустывает, слышно. Надо посмотреть, что же там. И уже скоро, по-моему, пора у нас. Время сколько, посмотрю. Так, что-то немножко... Так, 17:43 уже, друзья. Так что уже скоро, уже пора и подготавливаться, и какие-то салатики делать. Еще не знаю, что я буду делать. У меня осталось еще... Вы знаете, что-то мы очень мало едим. Вот что я заметила. Во-первых, пацанов не все пацаны бывают дома. Во-вторых, я не знаю, что-то... Хотя, когда я говорю пацаны, сын бывает недоволен. Мальчиков не бывает дома. То друг пригласил, то еще что-то, все-таки заглянул в духовку. И остается еда, остается очень. Так, минуточку. Малосольные огурчики, помидорчики остались. Эти ребрышки остались. Ну, благо дело, их у меня есть кому поесть днем, потому что мой дивер уразу не держит, друзья. И можно ему разогреть. Но все равно и он тоже все не съедает то, что у нас остается после вечера. Иногда мне даже не приходится готовить,
потому что мы не все съедаем, и уже на второй ифтар даже разогреваю я. Не знаю, что-то больше чаев не чаем. Вот поели немножечко, поели, все, я не хочу. И я тоже понемножко поела. Думаю, ну потом еще, наверное, до сна еще раз поем. А там уже ложусь рано, как я говорю, чайку попью, уже и не хочется кушать. Вот, так что, в принципе, уже надо и поменьше. Ну, просто я не хочу готовить и мало, потому что может кто-то прийти, да, вот с таким обычно я делаю, в любое время, если я что-то готовлю, я не готовлю именно впритык, там, нам 4, 5, 6, а еще хотя бы на одного человека больше всегда стараюсь готовить, чтобы вдруг кто-то придет, кто-то зайдет, соседка зайдет, кто-то приедет, чтобы было, чтобы уже не бежать, еще что-то готовить. А останется это можно и на второй день и разогреть, и поесть. Вот так вот. В принципе, мальчики не привередливые. Вчера никогда не скажут, а это же было вчера, почему ты это еще раз нам преподнесла. Даже иногда второй сын бывает недоволен, когда у меня что-то, он знает, видит, что в холодильнике какая-то другая еда есть, оставшаяся, а я что-то новое готовлю. Мама, ну зачем ты приготовила, у нас же есть. Даже такое бывает. Поэтому вот как-то так. Так что, как многие блогеры говорят, любите с любовью и любите. Готовьте с любовью и готовьте для своих любимых.